Здесь, на глубине почти полкилометра под землей, будет располагаться мощный дробильно-конвейерный комплекс. Чтобы его установить, строителям пришлось вырыть камеру по размерам, сравнимую с пятиэтажным домом. Сейчас завершен монтаж крана для сборки установки. Последующим этапом будет монтаж металлоконструкции и непосредственно оборудование дробилки. Данные работы выполняет строительный трест «Алмаз-Техмонтаж». В камере будет расположено более 200 тонн оборудования, непосредственно дробилка, питатели, металлоулавливатели. Комплекс позволит измельчать алмазную руду прямо под землей, что значительно облегчит ее подачу на поверхность. После его запуска рудник «Удачный» будет давать 1,5 миллиона тонн руды в год. Еще одна дробилка будет установлена в следующем году. Тогда производственные показатели вырастут в разы. На горизонте уже будет минимум задействовано техники, то есть необходимость самосвалов отпадает, потому что тут будет стоять конвейер более высокопроизводительный. То есть не надо уже самоходную технику в таком количестве держать. Масштабные работы идут и на руднике «Интернациональный». Здесь главная задача – продлить срок эксплуатации объекта еще на 20 лет. Шахтеры разрабатывают горизонты на глубине 1200 метров. Параллельно ведем работы по подготовке к строительству подкарьерных запасов. То есть в следующем году мы планируем уже зайти на второй блок, где ведутся сейчас работы подготовительные. Мы уже оттуда выдаем горную массу. Параллельно ведутся горноподготовительные капитальные работы. Модернизация и техническое переоснащение главным образом направлены на сохранение достигнутых высоких показателей. Так, за прошлый год было добыто больше 38 миллионов карат алмазов, а выручка выросла сразу на 8%. В 2015 году «Алроса» прирастила свои запасы более чем на 40 миллионов карат. Основная их часть приходится на Якутию. Таким образом, общий объем уже насчитывает свыше 1 миллиарда карат. При нынешнем годовом объеме добычи это десятки лет стабильной работы. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев при поддержке ТРК «Алмазный край», Вести, Якутия.